Музейный этнографический комплекс «Апснепарк» расположен в живописном месте вдоль поймы реки, которая своей извилистой формой образует живописное пространство и красивый рельеф. Территория парка разделена на несколько тематических зон, одна из которых – традиционная абхазская усадьба. Основная особенность и характерная часть усадьбы – тщательно ухоженный двор, огороженный плетеной изгородью. Необходимо отметить, что здесь мастера показали 12 видов традиционного плетения. Цели и задачи этого проекта – сохранить, приумножить и распространить то, что у нас было так, да, как нам передавали наши старшие. Проект национального характера, он не несет за собой ничего либо кроме пропаганды такой абхазского языка, культуры, этноса и быта. Самое главное нам всем показать, нашим детям и самим себя, что у нас есть прекрасная история. В помещениях Акуаске, Апацхе и Амхаре воссоздан существовавший издревле интерьер. На первом этаже жилого дома Акуаски расположен выставочный зал, где можно проводить различные тематические выставки. В настоящий момент в зале открыта экспозиция старинных абхазских фотографий. То есть этот проект включил в себя не только исторические какие-то факты, да, но и современные технологии. Почему современные технологии? Потому что сегодня тенденция мировая идет вперед. И поэтому мы решили показать нашим гостям и нам самим, что вот современные технологии, они могут быть сегодня вместе в нашем быту. И наш быт может быть украшен именно вот такой архитектурой, сохранившейся архитектурой, которая отличается от какой-либо архитектуры других стран. Главной доминантой парка является административный центр в виде стилизованной средневековой башни. Ее фасад будет расписан в стиле стрит-арт. Рядом расположена площадка для стрельбы из традиционного лука с дистанцией 100 метров. Проект «Апснепарк» дает возможность представить в Абхазии новый вид туристических услуг – культурно-познавательный туризм. В музейно-этнографическом комплексе планируют проводить экскурсии, а также международные фестивали. Парк построен по всем международным нормам для того, чтобы мы могли о нем заявить как о парке, который мог бы там входить в 20-ку, 30-ку, сотню, не знаю, каких-то парков, да, с которыми мы могли бы делиться, взаимодействовать. Отдельную часть парка составляет историческое строение, ремесленный дворик. Здесь уже функционирует кузня, гончарное производство. Планируется открыть столярные мастерские и построить водяную мельницу. А уже в сентябре при благоприятной ситуации авторы проекта хотят провести здесь фестиваль кузнецов-оружейников. Мы планировали провести в августе это мероприятие, но в связи с тем, что ситуация с коронавирусом немного ухудшается, решили отложить на месяц. Ориентировочное проведение фестиваля у нас будет в конце сентября, 24-го, 25-го, вот в этих числах. Фестиваль будет именно кузнецов-оружейников. Оружейники высочайшего уровня будут приглашены на этот фестиваль. С ними уже есть договоренность. Оружейники из Российской Федерации, из Белоруссии и оружейники Абхазии. Директор Апснепарка, а также архитектор проекта Раш Зантари отметил, что главной задачей экспозиции было сохранить и показать традиционный абхазский стиль. Так как мы хотели передать быт, традиции нашей вот страны, республики, и, естественно, по архивам, помогая нам наши вот старшие батал джопы, вот все наши старшие здесь, которые находятся, по их архивам, по старым архивам мы вот это все создавали. Вот, и постепенно пришли вот к этому всему. Ну, у нас, естественно, мы пока новоиспеченные, можно так сказать, у нас еще много чего впереди, у нас планов немало. Вот, работы очень много, но за это время, что у нас, за то время, что мы здесь вот находимся, работаем, и немало что сделано. Одно из направлений деятельности парка – возрождение народных технологий изготовления продуктов с гарантированным качеством. На территории парка можно будет приобрести и продегустировать экологически чистые традиционные продукты, такие как варенье, аджику, мед и вино. Планируется создание театральной площадки с амфитеатром на 600-700 мест. Вход в парк для граждан Абхазии и для военнослужащих Российской Федерации, членов их семей, проходящих службу в составе воинского контингента в Абхазии, бесплатно.
бесплатны. Музейно-этнографический комплекс «Апснепарк» отличается не только уникальностью представленных объектов, но и тем, что расположен в естественной природной среде. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение.